Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Молдавские избиратели сделали выбор в пользу Европы. Московские врачи и учителя объединились против реформ. Международный день борьбы со СПИДом. Генсек ООН призывает искоренить заболевание к 2030 году. Передаем слово коллегам в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Борьба за Молдову. Избиратели страны выбрали Европу предварительно. Аналитики прогнозируют, у проевропейцев будет 54 мандата в парламенте, у пророссийских сил 47. Среди последних социалисты, до выборов аутсайдеры. И вот у них, похоже, будет самая большая фракция, самое большое поражение. У коммунистов на прошлых выборах 44%, на этот раз в 2 раза меньше. Сторонники европейской интеграции коалиции готовы. Либерально-демократическая, либеральная и демократическая партии заявили о намерениях. В чем неожиданность предварительных итогов голосования? Интервью программе «Настоящее время» дал молдавский политолог Аркадий Барбароши. Я думаю, что Москва рассчитывала получить большинство в парламенте. Я думаю, что после фиаско с Новороссией Москва попыталась применить другой сценарий, другой подход, попытаться выиграть законным демократическим путем выборы в Республике Молдова, поддерживая пророссийски настроенные партии. Увы, этого не получилось, и, наверное, это в некоторой степени является неожиданностью для Москвы. Кроме того, я думаю, что в день выборов произошла значительная мобилизация проевропейских сил. И тут опять-таки сыграли свою роль современные технологии, социальные сети. Но европейская коалиция вряд ли будет стабильной. Разрыв между сторонниками разных путей развития страны, он минимален. И общество разделилось. Аналогичная ситуация, мы помним, была в Украине. Если так, внешним силам легко раскачать ситуацию внутри страны? Ждут ли Молдову уличные беспорядки, провокации, спровоцированные извне? Я думаю, что уроки Украины здесь усвоены. Некоторые превентивные меры были приняты, арестованы некоторые активисты, у которых нашли оружие и значительное количество финансовых средств. Антимайдан в Молдове на сегодняшний момент невозможен. Я думаю, что социалисты согласились с тем, что они получили в результате выборов, потому что партия социалистов, которая начинала, собственно говоря, с 1,5–2% вопросов, вдруг выросла до лидера в парламенте. У меня такое ощущение, что партия социалистов на самом деле не хочет и не готова и не думает выходить на улицы. Она думает сосредоточиться сейчас на местных выборах. А можно ли говорить, по-вашему, что европейский вектор – это только идеология для внешнего потребления? Потому что на самом деле тренды молдавской политики прежние. Ведь для победы над коррупцией, для реформы судебной системы нужна просто политическая воля, а не курс прозападный, пророссийский или еще какой-то. Я с вами абсолютно согласен. Но есть, конечно, некоторые особенности. Дело в том, что да, у нас наибольшие проблемы сейчас, и недовольство граждан выражается именно потому, что коррупцию победить, в особенности большую коррупцию, не удалось победить, потому что действительно нет политической воли для этого. Давление снизу, со стороны общества на правящие партии значительно увеличится, потому что нынешние выборы я интерпретирую, и не только я, как кредит доверия, оказанный нынешним правящим партиям, проевропейским, и они должны будут этот кредит доверия отрабатывать. Добавлю, в этом году Молдова первая из стран Восточного партнерства получила безвизовый режим с Евросоюзом, а в июне вместе с Грузией и Украиной подписала соглашение об ассоциации в зоне свободной торговли с ЕС. Указывая на поток дешевых товаров из Европы через Молдову, Россия наложила эмбарго на экспорт вина, фруктов и овощей из этой страны. И другие темы. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Россия бьет тревогу. По данным Потребнадзора, ежедневно более 200 россиян заражаются вирусом иммунодефицита. Слово коллегам в Вашингтоне. Наташа, продолжайте.
Да, Сергей, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко оценил прогресс, достигнутый в сфере борьбы со СПИДом, и призвал мировых лидеров сделать все необходимое для искоренения этого заболевания к 2030 году. Между тем, в США некоторые специалисты озабочены тем, что именно эффективность антиретровирусной терапии делает людей беспечными. Репортаж Алексея Березина. Вот уже 30 лет доктор Энтони Фаучи является директором Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. В 1984 году еще не было лекарств для лечения больных ВИЧ-СПИДом. Сегодня таких препаратов более 30. Доктор Фаучи называет прогресс, достигнутый в борьбе с ВИЧ-СПИДом, выдающимся. Если есть возможность назначить больному курс лечения на относительно ранней стадии заболевания, предположим, перед вами больной, которому, например, 25 лет, смотришь человеку в глаза, как я делаю, когда принимаю пациентов в своей клинике, и говоришь, что если он будет продолжать принимать это лекарство, можно предположить, что он проживет еще 50 лет, что является одним из наиболее выдающихся достижений в области биомедицинских исследований. Однако, согласно результатам недавно проведенного исследования, только 30% зараженных ВИЧ-американцев получают правильное лечение. А среди больных в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра в 2 раза меньше. Некоторые эксперты считают, что всему виной человеческий фактор. Некоторые люди боятся узнать результаты анализа, другие устали от таблеток, не хотят использовать презервативы или боятся стигмы, связанной с этой болезнью. Говардский университет в Вашингтоне ежегодно организует конференцию по проблемам стигматизации, связанной с этим заболеванием. Род Маккой сотрудничает с организацией, которая проводит тестирование на ВИЧ и разъяснительные кампании. Он сам является носителем ВИЧ. Одна из проблем, которая беспокоит меня как человека, который занимается санитарным просвещением, заключается в том, что здоровые люди думают, вот больные принимают лекарства, так что если я заболею, я тоже буду принимать лекарства, и все будет нормально. Меня беспокоит эта беспечность в том, что касается профилактики, когда лечение оказывается столь успешным. На разных форумах, например, организуемых Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, доктор Фаучи рассказывает людям об этих проблемах и о том, почему столь необходима вакцина против ВИЧ. Как только мы начинаем замечать, что больных становится так мало и что цифры выглядят довольно обнадеживающими, именно тогда ситуация вновь ухудшается. Поэтому мой вывод такой: для того, чтобы раз и навсегда покончить с эпидемией СПИДа, нужна вакцина от СПИДа. Благодаря выдающимся достижениям в области профилактики и лечения больных СПИДом, носителей вируса становится все меньше. Однако во всем мире вирусом заражены к настоящему времени более 35 миллионов человек, и согласно данным ООН, в 2012 году жертвами вируса стали 1,5 миллиона человек. Это слишком много, чтобы успокаиваться на достигнутом. В Лиме, столице Перу, сегодня открывается конференция по вопросам изменения климата, которая проходит под эгидой ООН. Результатом переговоров может стать заключение нового международного соглашения по климату, которое призвано заменить Киотский протокол. Его срок действия истек уже 2 года назад. Шансы на успех переговоров повысились благодаря достигнутой недавно договоренности между крупнейшими мировыми загрязнителями – США и Китаем. Американские СМИ, между тем, продолжают обсуждать российскую политику. В газете «Вашингтон-Пост» сегодня большая статья о недовольстве крымских татар российскими властями. В «Нью-Йорк Таймс» не менее внушительная статья о том, что румынские власти обвиняют Россию в организации антифрекинговых протестов в деревне Пунгести. Протесты прошли против разработок месторождений сланцевого газа, которые проводит американская энергетическая компания «Шеврон». Вашингтонские аналитики, между тем, продолжают обсуждать рамочный договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией, который был подписан в конце ноября в Сочи. Комментарий старшего научного сотрудника Американского совета по внешней политике Стивена Бланка. Это еще один шаг к объединению в империю тех территорий, которых Россия лишилась в 1991 году. Это прямая атака на целостность и суверенитет Грузии, а также и на возможную независимость Абхазии, которую она могла бы получить. Нет никаких законных оснований для этого, это просто захват земли. И еще один пример восстановления Российской империи. Во-вторых, это продолжающаяся угроза всем странам Балтики и странам Юга Кавказа, поскольку это показывает, что все, что волнует Россию, это прямая сила.
Соглашение, независимость, территориальная целостность — это просто клочки бумаги для Москвы. В 150 городах США прошли акции протеста в связи с решением присяжных в городе Фергюсон, штат Миссури, не выдвигать обвинений против белого офицера полиции, застрелившего подростка-афроамериканца. Эти события не отпускают и Белый дом. Президент Обама посвятит Фергюсону весь сегодняшний рабочий день. Подробности сообщит наш корреспондент Александр Панов. Саш, для президента афроамериканца события в Фергюсоне – это, можно сказать, особая тема. Совершенно точно, Наташа. Сегодня в Белом доме Обама проведет сразу 3 совещания, посвященные событиям в Фергюсоне. Сначала он соберет кабинет министров, чтобы обсудить финансирование сил правопорядка, офицеров полиции штатов и округов, их оружие и снаряжение. Затем Обама встретится с лидерами молодежных и правозащитных организаций. Потом пройдет общая встреча Обамы, Байдена, советников президента, представителей гражданского общества и правоохранительных органов на тему «Как сохранить мир в местных общинах Америки». В прошлом году, если помните, Обама сочувственно сказал о другом 17-летнем афроамериканском подростке, застреленном Трейвоне Мартине. Он мог бы быть моим сыном. Тогда, как и в случае Фергюсона, суд присяжных решил, что имела место самооборона. Полицейский Даррен Уилсон подал в отставку. В городке Фергюсон произойдут кадровые изменения в рядах полиции. Мэр города объявил, что туда ряды полиции пополнят новые офицеры, афроамериканцы. Возвращаясь к Обаме, президент неоднократно говорил на тему социального неравенства. Собственно, реформа образования, попытка ее провести направлена на то, чтобы как можно больше детей афроамериканцев, латиноамериканцев, азиатов, представителей других малоимущих групп смогли получить лучшее образование. Но сделать это сложнее, чем изменить полицию в одном отдельно взятом городке. Наташа. Спасибо. Это был наш корреспондент Александр Панов. Передаем слово коллегам в Праге. Они вспоминают о том, как начиналась Первая Чеченская война и рассуждают о ее последствиях. Сергей? Да, на этой неделе 20 лет с начала Первой Чеченской войны. В конце ноября, начале декабря российские войска начали штурм Грозного. 9 декабря президент Ельцин подписывает указ о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне Осетино-Ингушского конфликта. На основании указа в Чечню входят войска Минобороны и МВД. Каково наследие войны в Чечне? Существуют ли параллели между конфликтами в этой республике и сегодня в Украине? На вопрос пытались ответить участники конференции «Война в Чечне. Политические ошибки и военные преступления». Конференция, организованная партией «Яблоко». Искал ответы и корреспондент программы «Настоящее время» в Москве Андрей Королев. И 20 лет спустя чеченская военная кампания, завершившаяся миром, который уместнее было бы назвать умиротворением мятежного протектората, напоминает о себе не только фотографиями и документальными свидетельствами очевидцев. Едва оправившись от чеченской войны, Россия вновь увязла в вооруженном конфликте, но теперь уже на территории соседнего государства. Но участники Московской конференции, знающие о войне в Чечне по собственному опыту, уверены, что в Украине Россия следует той же стратегии, что и 20 лет назад. Обстрелы Грозного ракетами .У. Обвинение украинцев в том, что они обстреливают Донецк ракетами .У. Наконец, просто фотографии рвов с трупами из Грозного 95-го года, которые предъявляют как якобы сделанные сейчас на востоке Украины. Все понимают, что одно есть продолжение другого. Но все же основная отличительная особенность событий на Донбассе и в Чечне – внешняя инспирированность войны. Чем дальше заходит эта война, чем больше людей в нее вовлечено, тем больше масштаб той трагедии, которую рано или поздно узнает общество. Очевидно, сегодня нет оснований надеяться на быстрое прекращение донбасского кризиса. Зима идет, там будет очень много жертв, связанных с тем, что условия жизни будут невыносимые. Не только в больших городах, но и в маленьких, особенно поселках. Будет людям очень плохо. И все должны об этом думать и понимать вот эти вещи. Впрочем, нет причин думать, что мир установлен и в Чечне. В практике гибридных политических систем, каковую являет нынешняя Россия, говорить о фундаментальных мирных решениях невозможно, считает Григорий Явлинский.
После окончания 2 войн полевые командиры или покинули территорию Чечни, или были убиты, или подчинились Москве, а кто-то привлек наемников и занялся откровенным терроризмом. И все стороны конфликта были вовлечены в военные преступления. Шахида Якуб связалась с одним из главных участников чеченских войн, политиком в изгнании Ахмедом Закаевым, и спросила его о выводах после этих войн. Мы, чеченцы, в принципе, никогда не ставили задачу, никогда, ни в начале войны, ни в период войны, победить Россию или российскую армию. Если Чечня, Чеченская республика построить свое государство, то есть потеряли суверенитет, то Россия потеряла возможность или упустила шанс построить правовое демократическое государство. Дело в том, что сегодняшнюю Чечню не надо и ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно или вне контекста тех процессов, которые происходят в самой России. Чечня – это действительно как зеркальное отражение всего и всех процессов, происходящих в самой России. Потому что все те методы, которые сегодня Путин или правящий режим используют как внутри страны, так и за ее пределами, все эти методы были опробованы в Чечне. Вы упомянули о том, что Россия откатала все методы борьбы с, скажем, ополченцами, с такими формированиями на Чечне. Вы не видите параллели между тем, как ведет себя Россия в Донбассе, и тем, что происходило в Чечне? Когда я говорю о методах, которые Россия использовала в Чечне, это не означает, это не только военные методы. Я имею в виду все те политические методы. Этот же референдум, который прошел в Крыму, такой же референдум, можно считать, прошел в Чечне в 2003 году референдум и принятие Конституции. 1 к 1. Вы знаете, первую войну или тот период, 90-е годы, основной мотивацией чеченцев, то, что они так открыто стали в оппозицию Москве или начало противостояния, основной мотивацией была депортация чеченцев. И вы знаете, что сегодня, уже спустя 20 лет, при той видимой стабильности, я вас уверяю, конфликт не разрешен. В России о годовщине Первой Чеченской федеральные каналы сегодня объективно не вспоминают, хотя, безусловно, раны от кровавых терактов в стране слишком глубоки, война стерла все принципы и правила. Какова ситуация в Чечне сейчас, после того, как регион был практически восстановлен? На вопрос отвечает аналитик чеченской редакции «Радио Свобода» Лема Джабаев. Прошло 20 лет, и очень много чего изменилось в Чечне. Мы видим новые красивые здания, мы видим поднимающуюся экономику, мы видим Рамзана Кадырова, неотъемлемую часть новой Чечни. Это значит, что все, мир и спокойствие воцарилось в этом регионе России. Больше России нечем беспокоиться-то? На мой взгляд, я усматриваю, идет 3-я война. Единственное, она не объявлялась, ее не оглашали. Я в том смысле, что на сегодняшний день свободы слова, самовыражения для чеченцев в Чечне намного больше было вот этих видов, так сказать, свобод, чем сегодня. То есть вы хотите сказать, что Чечня была намного свободнее во время 2 этих войн, чем сейчас во время мира? Абсолютно так. Стоит сегодня что-то в WhatsApp закинуть, общаясь, перекинуться, людям. Их обнаруживают тут же. Потом мы знаем массу фактов, к примеру, в прошлом году был пожар в Грозном, один из высоток кадыровских горело. Буквально в эти минуты 2 парня молодых общаются между собой, и где-то один выразил и по делам. Их поймали на 2-й же день. И их месяцами заставляли работать бесплатно на восстановление этого здания. WhatsApp. Ну вот вы сейчас говорили в основном о политических правах, политических свободах, об общей такой ситуации в Чечне. Но в экономическом плане ведь это не секрет, что Чечня на самом деле поднялась немножко, хоть отстроился Грозный, отстроились другие районы Чечни, и люди вроде как побогаче стали. Это, я не знаю, это как золотая цепочка на собаке. Собака в неволе, но тем не менее цепочка-то золотая. Но тем не менее, самое важное для меня, дух-то не сломлен. Потом
мечта об этой свободе, она, возможно, даже усилилась, она никуда не делась. Ее-то не изничтожили. Это просто шок для Каракаса, Тегерана и шок для Нигерии. Об этом говорит основатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований Дэниел Йергин. Так аналитик комментирует венское решение стран-экспортеров нефти ОПЕК не сокращать добычу топлива. И стоит добавить, это шок для России, чей рубль сегодня вновь упал. А кто в итоге выигрывает от низких цен на нефть? Ждем ответа из Вашингтона. Наташа. Да, Сергей, министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил представителям стран ОПЕК, что они должны бороться с американским сланцевым бумом. В результате в пятницу стоимость нефти упала до нового 4-летнего минимума. Баррель нефти марки Brent подешевел до $70. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, вообще вырисовывается такая достаточно интересная картина, когда Саудовская Аравия, в общем, ближневосточный партнер США, по сути, пытается вытолкнуть сланцевую нефть с рынка. Ну и кто вообще выигрывает от низких цен на нефть? Но тут интересно начать с того, сказать, что кто проигрывает от вот того, что цены на нефть падают. Проигрывают в первую очередь страны, бюджеты которых привязаны к ценам на нефть. Это такие страны, как Россия, Иран, Венесуэла. Мы знаем, что значительная часть российского бюджета состоит из прибыли от продажи нефти. И чем ниже становятся цены на нефть, тем больше Россия выходит в дефицит, если он падает. Например, бюджет России привязан к достаточно оптимистическим ценам на нефть, чуть меньше $100 за баррель, а сейчас нефть падает до 70 и даже до $65 за баррель. Нефть тянет за собой рубль, и сегодня рубль, если я не ошибаюсь, сегодня $1 стоил почти 54 рубля. Это самые низкие, самые плохие показатели для рубля со времен распада Советского Союза. Виктория, долго это может продолжаться, вот это падение, кстати? Я хочу сказать, кто выигрывает от этой ситуации. Выигрывает от этой ситуации Соединенные Штаты в первую очередь, потому что они по-прежнему продолжают являться импортерами нефти. Чем дешевле нефть, тем дешевле бензин в Соединенных Штатах. Он сейчас стоит $2.80 за галлон. Тем больше у потребителей, у американцев денег в карманах, тем больше они вкладывают в экономику, тем быстрее растет американская экономика. Как долго может продолжаться это падение нефти? Дело в том, что рынок сейчас находится в некотором таком замешательстве и приближается к легкой панике, поэтому даже если добыча нефти будет сокращена в скором времени, падение может продолжаться. Если долго будет нефть находиться на отметке, скажем, $40 за баррель, то это, конечно, станет огромной проблемой для России и других стран, бюджеты которых завязаны на ценах на нефть. Наташа. Спасибо. Это была наш корреспондент Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка. В России вновь протестуют работники здравоохранения. С подробностями наши коллеги из Праги. Крест на московской медицине или скорая помощь ей? На этот раз к протестам московских врачей присоединились медработники из провинции. С пятницы по воскресенье на улицах российских городов выступления против реформы отрасли. За событиями продолжает следить и корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. Воскресному шествию и митингу московских врачей предшествовали акции протеста в других городах России. От Калининграда до Владивостока тысячи медработников вышли на улицы, чтобы сказать «нет» несправедливой реформе здравоохранения. Пусть это будет 10 человек, пусть это будет 1000, но люди выходят и они высказывают свое мнение о том, что доступность медицинской помощи падает. В Москве же на шествие и митинг по разным оценкам вышли от 2 до 3 тысяч человек. Это почти в 2 раза меньше, чем на такой же акции в октябре. Накануне московские власти пообещали сокращаемым врачам $500 000 денежные компенсации. Цель появления этого документа заключается в том, чтобы сбить накал недовольства людей тем, что происходит в московском здравоохранении. Несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина о том, что реформа здравоохранения в Москве проводится непродуманно, столичные власти продолжают сокращение сотрудников медицинских учреждений и закрывают поликлиники и больницы. У меня уведомление о том, что я могу претендовать на медицинскую сестру, на подсобного рабочего, на санитарку. Это у меня все есть. На этот раз к акции врачей присоединились и московские учителя, протестующие против слияния школ. Накануне московская мэрия отказалась согласовывать их отдельный митинг.
Элитное образование, равно как и здравоохранение, в Москве не приживаются. Реформа московского образования – это особая тема, ставшая резонансной задолго до протестов врачей. Оптимизируя столичный бюджет, власти распорядились о слиянии небольших школ, в которых, как правило, обучаются одаренные дети, с общеобразовательными учебными заведениями. Здесь еще понятно образование. Вот это последствия этого ужасного 83-го закона, о пагубности которого мы говорили еще со времени его принятия. Ну, наши власти же, они никогда не слышат, что общество говорит. Учительский протест не выглядел столь масштабно, однако Департамент образования Московской мэрии все же пошел на уступки целому ряду элитных школ. В случае со здравоохранением власти от своих намерений отступать, кажется, не собираются. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова обратилась к представителям политических организаций, присоединившимся к митинговавшим врачам. Хочется поблагодарить их за защиту прав медиков, дипломатично заявляет министр. Намедни Скворцова отмечала, что о медиках, подпадающих под сокращение, власти, государство думает. Когда высвобождаются освобожденные из должностей люди, они должны быть трудоустроены. Я знаю, что Департамент Москвы организовал специальный центр по трудоустройству и сейчас этим серьезно занимается. А Министерство федеральное сейчас заключило договор с большим сайтом. Все вакансии медицинские абсолютно бесплатно будут на этом едином для страны сайте всеми медицинскими организациями предоставляться. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. Новости шоу-бизнеса. Тейлор Свифт запретила размещать свою музыку на сайте бесплатного музыкального сервиса потокового вещания Spotify, приравняв этот способ прослушивания к пиратству. О самой успешной молодой исполнительнице в Америке и ее железных принципах репортаж Дарьи Кутковой и Андрея Дегтярева. Тейлор Свифт считает бесплатный доступ к музыке в корне неправильным, поскольку это нивелирует тяжелый труд музыкантов. Последние 2 года моя жизнь сосредоточена на новом альбоме. Последние 2 месяца все свое время я трачу на интервью. Время, когда альбом готов к выходу, самое невероятное и волнующее. Каталог ее песен остается размещенным на платных ресурсах-конкурентах Spotify, Beats Music и Rhapsody. Люди должны понимать, что работа музыкантов должна оплачиваться, сказала Свифт. Любопытно, что представитель компании Spotify заявил, что за последний год компания заплатила Свифт $2 миллиона. Тейлор Свифт – самый успешный автор и исполнитель с начала 1990-х годов. Ее альбомы бьют все рекорды продаж. С 2000 года из 16 альбомов, которые были проданы в количестве более 1 миллиона копий в первую неделю продаж, 3 были написаны ей. Это при том, что певице нет еще и 25 лет. Напомним, что первыми против бесплатного размещения и скачивания своей музыки в интернете выступила американская группа Metallica. Музыканты подали в суд на фирму Napster за массовое нарушение авторских прав коллектива. Тогда это вызвало большое недовольство фанатов, обвинивших своих кумиров в элементарной жадности. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и коррупция. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заглядывайте на наш сайт currenttime.tv. Сергей, до завтра.
До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне, всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.